Создатель, Творец, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля создал людей, джиннов, для того, чтобы они поклонялись Ему. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дал нам религию ислам. Для чего? Чтобы люди жили счастливы и в этом мире, и в вечном ахирате были счастливы. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, Он настоящий Творец, Создатель всех вещей. Все, что мы видим глазами, это все творение Всевышнего Аллаха. А Создатель всех этих вещей только один, Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах создал все небеса, звезды, землю, всех людей, джиннов, насекомых, рыб в воде. Всевышний Аллах, Он только Создатель. Малик Яумиддин, Владыка, Владелец судного дня, Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах дает жизнь, Аллах дает смерть, Аллах дает исцеление. Аллах Субханаху ва Тааля, Он только Всевышний. Когда мы все умрем, тогда, когда все умрем, пойдем в могилу, каждому из нас придет Мункар, Накир, два ангела и спросят у нас. Первый наш вопрос: Ман Роббука? Кто твой Создатель? Кто тебя создал из небытия? Наш Господь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Наши сердца должны отвечать, что наш Господь Всевышний Аллах. Второй вопрос: Ман Набиюка? Кто твой посланник и пророк? Наши сердца должны отвечать: наш пророк, наш посланник Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, который показал нам, как нужно жить в этом мире, как нужно общаться со старшими, как нужно общаться с младшими, как нужно проводить свою жизнь. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, в этом мире он самый последний пророк. Он говорит в хадисе: «Ана хотабуль анбия, валя набия ба'ди». Я самый последний пророк, и до судного дня больше пророков, посланников не придут. Наш пророк Мухаммад алейхиссалям, самый последний пророк. Религия ислам, самая последняя религия. Коран, самая последняя книга. Аллах Субханаху ва Тааля отправил нашего пророка Мухаммада алейхиссалям как милость для миров. Второй вопрос будет: Ман Набиюка? Твой пророк, твой посланник. Наши сердца должны отвечать, что наш пророк это Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И третий вопрос: Ма динука? Какая твоя религия? Самая последняя религия, чистая религия, которая призывает людей к добру, милосердию призывает, это религия ислам. Наши сердца должны отвечать, что моя религия, религия ислам. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, в хадисе говорится, что «Инна Аллаха ла янзуру иля суаликум ва амуаликум». Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, Он не смотрит на вашу внешность, на вашу красоту, на ваше богатство, на ваши стулья. Аллах не смотрит на это все. Всевышний Аллах смотрит: «Валякин янзуру иля кулюбикум ва амаликум». Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля смотрит на ваши сердца, насколько они чистые, насколько они познают Всевышнего Аллаха, и смотрит на ваши деяния. Наш пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, что сердца ржавеют, как ржавеет железо в воде. Сахабы спросили: «Я Расулуллах, как можно очистить наши сердца?» Тогда наш пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: чтение Корана и вспоминание о смерти. Много должны читать Коран. Этот месяц благословенный священный месяц Рамазан, который спустился Коран. Много должны Коран читать и много должны вспоминать смерть. Ибн поистине смерть. Каждая душа вкусит смерть. Мы все рано или поздно, будь ты мужчина или женщина, богатым или бедным, все равно в один день придет тот час, когда мы все перейдем к Аллаху Субханаху ва Тааля. Когда умрем, что мы возьмем с собой? Все богатство, дом, дети, все они останутся. Мы одни будем лежать в могиле. Наш пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Иннамаль кабру раудатун мин риядиль джанна, ау хуфари мин хуфарин нар». Поистине могила это одна из садов и рая или ям из ада. Два только варианта есть: или будем лежать из садов рая, или будем лежать в аду. Из-за этого, уважаемые братья мусульмане, альхамдулилля, Аллах дал нам возможность, Аллах дает нам шанс, Аллах дает нам время, чтобы мы покаялись. Альхамдулилля, мы сейчас находимся в священном месте, это Мадина, где наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, последние 10 лет жил здесь. Наш пророк Мухаммад алейхиссалям сколько здесь делал дават, сколько людей он учил,
призывал Всевышнему Аллаху, он днем и ночью ходил с подвижником и говорил: «Я Юханнас, о люди, кулю ла иляха илляллах туфлихун». Скажите, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, что Аллах единый, один Аллах, создатель всех вещей. Будете счастливы и в этом мире, и в ахирате. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь жил 10 лет. До этого наш пророк жил в Мекке, иншаллах. Мы послезавтра, иншаллах, поедем в Мекку, увидим своими глазами, где вырос наш пророк, где он вырос, где прожил 53 года в Мекке, где спустился Коран, где наш пророк стал пророком, посланником. 53 года после пророчества, 40 лет он стал посланником, 13 лет жил в Мекке, потом переселился сюда, в этот город, Мадину. Здесь он прожил 10 лет. Альхамдулилля, мы должны познавать Всевышнего Аллаха, мы должны следовать за нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, потому что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он истинный пророк, он делал дават 23 года. У нашего пророка не было богатства, у него не было больших армий, он был, наш пророк, бедный, но за 23 года, что он делал дават, трудился, за эти 23 года Аллах субханаху ва тааля дал религию, счастье, иман. Сколько людей сейчас познают нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Урматтуу мусульман бир туугандар, самые великие люди ислама деген жерде биринчи эле кезекте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям турат. 23 жылдын ичинде пайгамбарыбыз бүткүл ааламга кыяматка чейин келе турган ар бир инсандын жашоосуна мээримдүүлүктү үйрөткөн, рахматты үйрөткөн, жашоо тартибин үйрөткөн. Пайгамбарда байлыгы жок эле, бийлиги жок эле, мансабы жок эле, армиясы жок эле, күч кубаты жок эле. Пайгамбар умми эле, жазганды билбеген, окуганды билбеген. Бирок ушул кыска мөөнөттүн ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынан миллион деген адамдар, миллиард деген адамдар пайгамбардын атынан ээрчиди. Нух алейхиссалам 950 жыл дават кылган. Нух алейхиссалам 950 жыл дават кылган. Нух пайгамбар Куранда айтат: "Даауту кауми лайлан ва нахара". Мен өзүмдүн коомумду күндүзүн дагы дават кылдым, түндөсүн дагы дават кылдым. Адамдар мени кача баштады, артынан кууп дават кыламын. Фастагшаусы ябахум, алар мени көрбөйүн деп, алар болсо өзүм баштарын, кулактарын жаба алышкан эле. Дават берсем кулактарын жаба алышкан эле. 950 жыл дават кылган артынан 83-85 эле адам иманга келген. Пайгамбарыбызчы 23 эле жыл дават кылды. Ушул даваттын берекетинен канча деген миллион деген адамдардын жүрөгүндө пайгамбарга Мухаммад алейхиссаламга болгон сүйүү бар туугандар. Пайгамбарыбыздын дүйнөдө аты Мухаммад, асманда анын аты Ахмад. 23 жылдын ичинде пайгамбарыбыз инеден баштап кандай падышачылык кылыш